Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Экономика не просто адаптировалась, она вышла на новый уровень. Эки септесинде 5 жылдан ага кесип 3 жылдык пробация менен эркиндикти калтырган. Буга чейин То, что я сейчас расскажу, в сегодняшнем Кыргызстане это приравнивается к преступлению. В мире Садыр Джапарова математика стала экстремизмом, а факты – государственной изменой. За эту правду, которую вы сейчас услышите, власти сажают в тюрьмы. За эти цифры избивают в подъездах, издеваются в камерах, травят армиями троллей в соцсетях. Они повесили на меня и Рената Тухватшина клеймо экстремистов, чтобы мы замолчали. Но кто-то должен это делать. Кто-то должен говорить горькую правду, пока страну убаюкивают сладкой ложью. Смотрите внимательно. Прямо сейчас вы увидите то, что власть боится как огня. Реальную бухгалтерию их экономического чуда. Открытие очередной коммерческой стройки. Власти хотели праздника, но местных жителей волнует не ленточка, а выживание. Их спрашивают про свет и школы, а президент отвечает почему-то про долги. Кайра 10 жылдан кийинби 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Пусть растет хоть 10 раз, главное, чтобы окупался. Это любимый аргумент президента, удобная позиция. Хотя всего год назад риторика была совсем другой. Помните, тогда он раздраженно заявлял, что тема госдолга закрыта и отвечать на вопросы он больше не намерен. Садыр Джапаров призвал забыть тему внешнего долга и заявил, что власти больше не будут отвечать на вопросы об этом. Больше не буду отвечать, но на самом деле он говорит об этом постоянно. Почти на каждом мероприятии, словно пытается убедить не нас, а самого себя. Вот первая сессия нового парламента, главная трибуна страны. И снова то же самое заявление. Бул жерде өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгына коркунуч келе турган эч нерсе жок. Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Бул үчүн каражаттарыбыз жетиштүү. Бирок ал карыздарды алган учурдагы келишимдер боюнча эрте төлөп салуу бизге пайдасыз болуп чыкты. Келишимдерде убагынан эрте төлөсөк үстөк пайыздары көбөйөт, айып пул кошулат деген сыяктуу шарттар бар экен. Ошондуктан карыздарды ар жылдын аягында канча төлөш керек болсок, ошончо суммада төлөп кете беребиз. Ошентип 2035 жылдарга барып, илгертен бери алган карыздарыбыздан жеңил эле кутулабыз. Если все так хорошо, зачем повторять это как мантру? Почему эта тема так сильно его волнует? И главное, почему власти готовы бросать за решетку, избивать и объявлять экстремистами всех, кто просто пытается проверить эти слова с калькулятором в руках? Ответ прост. Потому что калькулятор показывает совсем другую картину. Разгадка страхов власти и разоблачение их дутого развития кроется не в секретных бункерах, она лежит в недрах сайта Национального банка. Для чиновников этот сайт как золотой дворец, фасад успеха, но если спуститься в его темные цифровые подвалы, можно найти то, что они так тщательно прятали. 27 июня 2025 года. В этот день произошла тайная сделка. Исторический займ в 60 миллиардов сомов. Сумма, которой никогда не было в истории страны и которую взяли в долг у самих себя. Государственный долг формируется и образуется по мере заемных средств. Когда бюджет чувствует нехватку средств именно в доходной части для своих каких-то расходных обязательств, то государство прибегает к заемным средствам. Неважно, это внутренние или внешние. Март 2025 года. Министр финансов прямым текстом объясняет, зачем им нужны долги. Перевожу с чиновничьего: в бюджете дыра. Он признает, что их бесконечный аттракцион хвастовства, стройки, тои, саммиты требуют гигантских денег. Денег, которых в казне просто нет.
Мы просили страховые компании, мы просили социальный фонд, чтобы они участвовали на аукционах, покупали наши бумаги. Потому что социальный фонд, допустим, было интереснее, выгоднее вложиться просто на депозиты, потому что там депозитные ставки были выше, чем проценты дохода наших бумаг. Но процент, под который взяли эти рекордные 60 миллиардов сомов, всего 3%. Это ниже, чем любой депозит в любом банке. И это ниже инфляции. Это значит, что власти просто принудительно забирают деньги пенсионеров и те деньги, которые могли бы банки выдавать на кредиты бизнесу. Давайте посмотрим на итоговый счет этого банкета. За 30 лет независимости все предыдущие президенты накопили 58 миллиардов внутреннего долга. При Садыре Джапарове этот долг всего за 5 лет взлетел до 295 миллиардов. И самое важное – сроки. Они берут эти деньги на 15, на 20 лет. Чем дальше, тем на больший срок они оформляют займы. Зачем? Что мы видим? Каждый год все больше и больше долгов. На что их тратят? На бесчисленные стройки хансараев, домов, зданий ГКМБ, на роскошные машины и правительственные самолеты. Все это просто красивая картинка. Она нужна им, чтобы раздувать ВВП и говорить, что мы якобы развиваемся. Но кто будет платить за их роскошную жизнь? Это то же самое, что взять на всю семью большой кредит и потратить за одну ночь на вечеринку. Но зато зрители будут говорить: «О, смотри, какой он богатый», а расплата не за горами. В 30-м году нас ждут тяжелые испытания, а может быть и раньше. Поддержите нас на Patreon. Почему это важно? Ваша поддержка дает нам возможность продолжать независимые расследования и рассказывать правду, несмотря на риски. Как подписаться? Переходите по ссылке прямо на нашу страницу в Patreon Темиров Лайф. Выбирайте удобный уровень подписки. Ваша поддержка – это вклад в правду, а бонусы – просто приятное дополнение. Заполняйте данные карты или выбирайте PayPal. Подтверждайте и готово. Вы помогаете нам продолжать борьбу за правду. Поддержите независимую журналистику, ссылка в описании.